Да нет, все Нормально было, да? Не знаю. Я была спокойна. Да, ты была спокойна. Жақсылық, по идее, с нами первый раз выезжает. Он как переехал в Атырау, он еще не выезжал, оказывается, на рыбалку. Насчет плохих качеств? Или вы это не спрашиваете? I wonder if they're gonna make like a Oscar type of event after that. Нет, что-то надо, кажется, перезакинуть. Она, кажется, что-то она подумала, что несерьезно. Не, закинь как раз таки ради кадра. Тогда я закину, наверное, здесь. Увлечение осы ғой, рыбалка и автомобиль. Да. Негізі жақсы ғой, былай балыққа шыққан таңертең. Кішкене таза ауа, қаладан тыс, как говорится, от суеты подальше. Вот, чисто даже приехать, подышать немножечко. Тут такое спокойно, атмосфера такая. Вот. Собственно, него достармен шығамыз, пообщаться, вне работы, о своем, о том, о сём. Так, в месяц, наверное, один-два раза выезжаем по возможности. А рядом, ну да, рядом, получается, это друзья, коллеги. В одной команде мы работаем. Ербулат, Жақсылық. Жақсылық, по идее, с нами первый раз выезжает. Он как переехал в Атырау, он еще не выезжал, оказывается, на рыбалку. О. У того что-то хорошо дергает. Почти акула гонишь. Не, я ему могу продать. Ну, вообще, с Абзалом мы познакомились в 2017 году, когда он работал на Тенгизе. Я тогда был геологом, был еще один коллега. И он говорит: вы что, родственники? Я говорю: нет, почему? Говорит: ну, вы, говорит, так общаетесь, как будто, говорит, всю жизнь друг друга знаете. Я говорю: да нет, я только что с ним познакомился. Прям там буквально полчаса знакомы были, и такое сразу общение, там, близких этих, там. Ну и плюс потом такой узнается, он говорит, там, я с Ахтубе, я такой: о, я тоже. И как бы это, да, какой вкусный хлеб в Ахтубе на хлебокомбинате здесь, да. Всегда пересекались именно вот по работе, да, и вместе работали. Ну и как я говорю, и не только работа, вот сегодня, да, как бы в воскресенье, да, вместе на рыбалке. И некоторые люди подумают: вы люди вообще странные, 5 дней вместе работаете, еще выходные вместе проводите. Шаршамайсендер, мабрур, нет? Как друг, да, человек хороший, как начальник, капец требовательный. Приходится работать постоянно 24 часа в сутки, и выходные, и на праздники. А когда берешь отпуск, первый комментарий от Абзала — это: забирайте компьютер с собой в отпуск. Как руководитель, качество. Сейчас. Может, у него Ербат спросите? Начальник, он очень требовательный. Наверное, все скажут, что он очень требовательный. Иногда бывает то, что он фанатеет от того, что он делает. Это с ним можно добиться очень больших успехов в плане карьеры, в плане своего образования. Вот. Из-за того, что он хороший руководитель, мы начали общаться как хорошие друзья. Вот. Ну вот видите, хобби у нас общее. Там этот дергает какого-то. Алла Мечич. Абзал отличается умением быстро принимать решения.
ответственностью и балансировать между дружбой и профессиональным отношением. Вот эти. Насчет плохих качеств. Или вы это не спрашивали? Скажу, если бы было бы много плохих качеств, мы, наверное, не дружили бы так. Вот. Так что я сразу скажу, я плохих друзей рядом с собой не держу. Это уже про меня, по моей хорошей качестве. Вроде, видимо, Жак все-таки фартовый-то, да? Вот если сейчас будет нормально хотя бы средненький сазанчик, вот тогда красавчик Демин Заган Жакс. Хорошо, нормально, да? Вот в 2005 году, получается, начал я свою карьеру и начал именно с такой разнорабочей специальности. Получается, это, как она называется, помощник, да, или по цементажу, помощник супервайзера по цементажу. Вот. Но на самом деле там делаешь все, что придется делать. Я начинал в 2005 в начале года, параллельно я делал дипломный проект у себя в политехе, но хотел вот уже начать работать, скажем так, какие-то деньги зарабатывать. Это вот такой, наверное, период, когда ты, скажем так, закаляешься, понимаешь, что, в принципе, тяжелую работу можно делать, можно работать. Вот, нисколечко не жалею. Это мой. Но что-то пока ложная тревога, наверное. Вот, блин, рыба, хой мать, не дает нормально пообщаться. Вот. Вот так всегда. Вроде здесь она, вроде вот сейчас этот, а не дает себя поймать. Вот, а потом уже устроился там в октябре, кажется, 2005-го, вот в ТШО, в отдел разработки. Вот, где я начинал, мой, скажем так, это любимый отдел. Начинал как инженер на Тенгизе, опять-таки же, я хотел именно начинать с Тенгиза, с производства. Инженеру это нужно, понимать, как вещи делаются не только на бумаге, да, а именно непосредственно на промысле. Вот. 3 года поработал, хотел еще поработать, потому что я думал, 3 года мало. Надо еще набрать этого опыта производственного. Но, скажем так, руководство решило, вызвали в головной офис. Вот. В 2005 году я пришел, по сути, по окончанию университета. По образованию я инженер по добыче нефти и газа. Ну, чтобы понимали, я заканчивал политех. Скажем так, я не выпускник Болашах, как многие думают, к сожалению. Изначально там в школе еще первое время я думал, там пойду, наверное, на экономиста, юриста, скорее всего. В то время это было повально, популярно, а это был мейнстрим, да, тогдашний. Но у меня отец инженер-строитель, и мне казалось, что для, наверное, мужчины иметь профессию инженера это как-то вот правильно. То есть это такой хороший фундамент, да, для мужчины на будущее, вот именно иметь такую специальность, которая, инженерную, которую ты сможешь применить, по сути, во многих отраслях. В то время было, то есть имело смысл, да, поступить на нефтяной факультет и работать на нефтянке. Так и получилось. Скажу так, многие хотели тогда работать в ТШО. То есть это не так, что я в Уйбай узнал про ТШО, и это было, все хотели. Но у меня был плюс, я знал английский язык. Откуда? Со школы. Я учился в обычной школе, казахской школе средней. Это была одна из первых казахских школ в Актюбинске после развала Союза. И я там нигде за рубеж не ездил, не учился. То есть есть немножко навыки, да, к изучению языков. Вот, и это, наверное, сыграло такую одну из ключевых ролей именно при собеседовании, потому что я разговаривал на английском с иностранными коллегами, да, или те, кто был в комиссии. Я думаю, это помогло. Я говорю, у нас на этой работе нету спокойных периодов. Есть либо очень много работы, либо просто много работы. Сейчас надо будет очень много чего, сейчас те же самые страны. Сейчас вот вы определили повод.
Абзал знаю очень давно. Он пришел к нам в отдел управления разработки месторождений на Тенгизе в 2005 году. И со скамьи университета знаем. Получается, работали вместе очень тесно, потому что это один отдел, это месторождение, там начинали вместе. Несколько, вот в третий раз, вот сейчас мы с ним встречаемся уже, третий отдел, получается, в нашей карьере. И знаю я его очень как грамотного специалиста. О, целая бригада. О, ассаламу алейкум. I wonder if they're gonna make like a Oscar type of event after that. В РМЖ я работал с 2005 по 2019. То есть это, я же говорю, это, наверное, тот отдел, где я становился специалистом. Это было вот мое становление именно происходило там. Это один из лучших отделов. Я всегда это буду говорить. И не только в ТШО, а вообще в целом, наверное, ну, по Казахстану это точно. Может быть, даже и так глобально, если мыслить, да, в рамках Шеврона. Почему? Потому что это тот отдел, где на самом деле, ну, во-первых, многое зависит именно от решений, которые принимаются в этом отделе, именно, скажем так, настоящего и будущего, да, месторождения. Все, что касается там прогнозов по добыче, все, что касается именно работы скважин, поддержания уровня добычи с месторождения, это все, как говорится, по большей части ведет от отдела разработки месторождений. Это, во-первых. Во-вторых, люди, которые там работают. Мне посчастливилось, я вот на начале, наверное, своей карьеры в этом отделе, первые лет, наверное, 5-7 у меня были очень хорошие менторы и руководители. Я всегда говорил, вы не пожалеете, если вы хотите работать как геолог, как разработчик, как инженер по добыче, именно по специализации вашей, лучше отдела и лучше компании вы не найдете в Казахстане 100%. Почему еще классно у нас в ТШО и в отделе разработки в частности, все, что применяется, будь то какие-то методы исследования, будь то какая-то технология или оборудование, практически всегда это custom-made for Тенгиз, потому что нету месторождения, аналога Тенгиза. Вообще, наверное, как раз-таки то, что я в RMG работал, это, наверное, было плюсом, потому что мы в RMG все равно смотрим наперед, на несколько лет вперед. То есть мы там прогнозы, моделирование делаем на там, 5, 10, 60 лет вперед. А здесь, придя уже, наверное, в SPVP, в отдел бизнес-планирования, это уже было, скажем так, на уровень, да, всей компании, то есть в рамках всей компании. Ты видишь, по сути, знаешь, чем занимается практически каждый отдел. И что плюс, ты понимаешь и видишь, где приоритетнее. То есть где приоритетнее, куда приоритетнее сейчас вкладывать деньги. Как только, допустим, у тебя бизнес-план там сформировался, потому что мы именно, наверное, тот отдел SPVP, который как раз-таки эту информацию владеет. То есть ты можешь эту информацию собрать, проанализировать и дать руководство на принятие верных решений, скажем так. Вот это, наверное, такой самый интересный, да, или самый такой важный момент работы в SPVP. И вообще я считаю, что не бывает скучных позиций. Нет, бывают скучные люди или ленивые люди. Не позиция делает человека, а человек делает позицию. Уже съемка началась. Здравствуйте. У нас в режиме лайв. Ну, молодая, улыбается. Мы у меня дома. У меня сейчас дома вот супруга, дочки. У меня 3 дочери. Дамеля, Амаль, Лейла. 10 лет, 6 и 1 годик. Вот Лейла у нас младшая. Вот буквально годик недавно исполнился. Это вот те мои 3 принцесски, ради которых, наверное, все и делается, точнее, для которых все и делается. Дочки в школу ходят, в местную школу. Все 3 они разные, у всех 3 разных характера.
Каждая, наверное, по-своему она особенна. По-своему каждая капризна. С дочками, скажем так, весело очень. Я могу много говорить о дочерях, о том, как мы проводим время, о том, как мы воспитываем. Но я говорю, с дочками ты папочкой становишься, потому что нужно каждой находить подход, каждой нужно уделять время. Это такое, скажем так, интересные моменты очень с дочками. Привет, Диана. На самом деле я пришла в ТШО на тот момент сразу после окончания университета. И тогда мы были такие молодые, амбициозные. У нас был очень большой конкурс. И нас взяли в ТШО. И мне, знаете, выделили такой кабинет, который на 2 сотрудника. То есть и я сидела в нем одна. А Абзал на тот момент работал инженером по геомоделированию. Я на русском, по-моему, так. И ему нужно было использовать много компьютеров для того, чтобы делать симуляции. Как это называется? В разработке месторождения мы делаем симуляции для различных целей. И вот ему нужны были компьютеры лишние, и он вот так ходил по кабинетам, получается, и у меня был как раз пустой компьютер, потому что второе место было свободно. И он часто вот так захаживал, и мы вот так разговорились, подружились. И вот, мне кажется, так и началась наша история. Папа добрый, он всегда нас куда-то отвозит на каникулы. Много мы с ним путешествуем с семьей в разные классные места. На каникулах мы много летим в разные страны или города иногда. И всегда он нам помогает, всегда поддержит, очень о нас заботится, о нашем здоровье, о учебе. Мы любим с папой всегда смотреть фильмы или играться в разные игры. Он всегда нам на выходных он всегда нам готовит вкусные завтраки, смузи классные, которые нам очень нравятся. Я их всегда все выпиваю. Папа очень активный, и он очень сильно нас любит, меня, сестренку, еще одну сестренку. И он сильный и классный. И он всегда улыбается, всегда нас любит. История нашей свадьбы такая, наверное, нестандартная. Я родом с Актюбинска, Дамир родом из Жезказгана. Получается, у нас был Зату в Жезказгане, потом моя свадьба в Актюбе. На момент свадьбы я, получается, был на саммите в UK, и я, получается, должен был с Лондона приехать на свою свадьбу. Ну, не только на свою, и на свадьбу Дамиры. И, получается, я чуть не опоздал на эту свадьбу, потому что рейс с Лондона в Астану, он задержался из-за погодных условий. И мне приходилось искать билет, там, так скажем, в срочном порядке. Благодаря сотрудницам колл-центра Air Astаны, которые вошли в положение, они сумели меня посадить на ближайший рейс, я улетел. И, получается, я вот прям объяснял им, сотрудницам Air Astаны, что вот у меня свадьба завтра, я должен сегодня улететь, потому что там ждет меня моя невеста и все такое. И я когда романтическая комедия, короче. Я, получается, когда позвонил, объяснил, они сказали, хорошо, мы вам перезвоним. Я вот перезванивал, они уже говорили, это вы, говорит, тот парень, который летит на свадьбу? Да, мы работаем, мы знаем, сейчас сделаем. И они видимо, там сработала женская солидарность, они прям нашли мне на удивление билет. Я улетел, нормально в Астану прилетел, но и там, получается, была задержка, потому что была непогода, это был декабрь месяц. Были рекордные морозы. Да. Было такое немножечко, наверное, с их стороны, там, нервозное состояние, наверное, было. Да нет, все нормально было, да? Не знаю. Я была спокойна. Да, ты была спокойна, но мы прилетели, получается, в полночь туда. Мы к ним зашли домой в полночь в Жезказгане, а у нас еще
Потому что Кудалык. должен был быть кудалык, да. Да. Должен был быть кудалык, и на следующий день кыз ұзату. Короче, біз кірдік 12-де. Олар деген күтіп отыр ғой бәрі. Там тамада, домбыра, там үйде. Біз кіріп едік, олар сразу тек домбыраны ойнап, бастап кетті. Но по ней видно было, түрлері шаршап. Вот. Но было прикольно. Но вторая, получается, часть, это уже когда Ақтөбеде. Через неделю. Через неделю. Это было 22 декабря, как раз по календарю мая должен был быть конец света. И так получилось, что 21-го, когда наши коллеги выезжали с вокзала Атырау, в тот момент, по-моему, не было авиасообщения, Да, не было. была очень сильная метель. Вот. И они тоже это запомнили. Очень холодно было, я помню, эти вот, нужно было красиво сделать красивые фотографии в свадебном платье на улице, я не могла, это был просто ужасный. Вот. Ну, такая вот история у нас запоминающаяся. Да, им большое спасибо, что все-таки, Да? невзирая на метель, конец света, Ага. все-таки Они, наверное, приехали. подумали, помирать так с музыкой, да. Ну, наверное, вот так только. Поэтому у нас такой крепкий тьфу-тьфу-тьфу брак. Потому что не всегда все как планируется происходит, но зато интересно. На самом деле Абзал заслужил, поэтому я им очень горжусь, горжусь его достижениями и особенно горжусь тем, какой из него получился отец. Hey Kevin, how are you doing? You got a couple of minutes? Absolutely. How are you? I'm doing great. Мне тоже вот иногда бывают коллеги, помладше коллеги, да, новенькие, скажем так, спрашивают меня вот там, как достичь тех или иных целей, да, в работе, в карьере. Я всегда говорю, по сути, нет как такового там рецепта, да, какого-то там руководства к действию, как это все делать. Я всегда говорю ребятам, ну и коллегам всегда говорю, надо просто работать, надо не бояться работы, надо стараться делать свою работу хорошо, ответственно, всегда думать, да, об том, о людях, которые с тобой работают. Всегда стараться работать именно, ну, мы все работаем в компании, во благо интереса компании, во благо людей, с которыми ты работаешь. По сути, ну, это самоотдача, и когда ты работаешь именно, скажем так, усердно, упорно, тебя заметят, потому что хороший труд, честный труд, он всегда будет заметен. I'd like you to represent TCO very positively in your next role, which means you deliver with excellence, show a high level of discipline, and really showcase what our Kazakh workforce can really deliver in the industry. Thank you. We'll do my best. We'll strive to do my best. Thank you, Kevin. Best of luck. Yes, you too. Thank All you. right, you take care. See you later.